Да. Всех приветствую на нашей живой встрече. Я думаю, что вы знаете, я правозащитник в сфере медиа, работаю более 10 лет, судебный юрист, в судах в день. Не меньше 2 судебных заседаний у меня на протяжении последних 10 лет изо дня в день, практически без отпуска, поэтому я именно практикующий юрист. Да? Медиа занимаюсь, по специализации медиа занимаюсь, как-то так получилось само по себе, и потом уже далее стала развивать. Была в Европейском суде по правам человека, участвовала в различных съездах, медиа-юристах. Поэтому, за юриста говорят не слова, а дела, да? Дела, думаю, вы слышите о тех делах, которые проходят в этой области. Редкие дела проходят без моего участия, поэтому, думаю, где-то косвенно слышали. С кем-то мы с вами уже знакомы, потому что работаем. Кто-то, может быть, на меня подписан в каких-то социальных сетях, или у меня там бывает иногда активность. Так, и сегодня я предлагаю начать. Я разделила на небольшие блоки, чтобы в конце каждого блока вы можете задавать вопросы, которые вас интересуют именно по этой теме. Да? Начнем. Самый первый блок, да, и сразу сейчас поясню, что сегодня наша цель – это правовая грамотность. На провокационные вопросы я не отвечаю. Прошу понять, да. И мы не определяем здесь чьи-то действия, не оцениваем и не говорим о политике. Тише не говорим без последствий. Да, сейчас так. Целевая аудитория – это те, кто работает со словом, те, кто занимается, да, видео, блоги, выражают свое мнение, но при этом не хотят никому навредить. То есть вы делаете это исключительно из целей плюрализма мнений, здорового общества, того, что мы живем все в одном государстве. Пишем и говорим без последствий. Это такой краткий блок, но он на самом деле определяет вашу успешность на 50%. То есть вы должны понимать, да, несмотря на то, кто вы там, средства массовой информации зарегистрированы, без регистрации, паблики, журналисты, просто блогеры, которые выражают свое мнение, вы должны понимать самый главный ваш мотив, цель и характер вашего блога, издания, средства массовой информации, и исходя из этого уже 50% успеха, если вы дойдете до судебной системы, чего я вам не желаю, она зависит от того, насколько вы имеете цель написать о той или иной публикации, да, о той или иной теме, что вы делаете, для чего. Либо это просто вами движут эмоции, всплеск, и вы занимаетесь рефлексией в социальных сетях просто для того, чтобы выразить свое мнение, как вам кажется, по факту сейчас оценочное мнение, оно может быть расценено как, мы дальше дойдем, как оно может быть расценено, но имейте в виду, что самое главное, сейчас частый вопрос в судебной системе, да, если ваш протокол дошел до суда, вас будут спрашивать, для чего вы это опубликовали, для чего вы это сняли, для чего вы это распространили, что это, какая цель. Если у вас нет цели, считайте, ваша вся стратегия, основанная на правовых нормах, на процессуальных, она сразу же ломается. Потому что если у вас нет цели, у вас нет уверенности. Вы просто так в воздух что-то написали, сказали, но сами даже не поняли для чего. Это самый важный момент. На самом деле он не правовой, но вы должны для себя определить, именно. Например, когда выходит какой-то материал иностранного агента на YouTube-канале, да, либо на каналах, которые внесены в список экстремистских, да, для чего вы делаете репост? С какой целью вы этот репост сделали? То есть такой должен поставлен быть вопрос, и если у вас есть, что вы просто рассказываете, что что-то было такое, и в связи с этим возникли какие-то вопросы, и есть какая-то тематика, то это одно. А если вы просто распространяете и помогаете распространять этот материал, то, скорее всего, вы, несмотря на то, что вы не создатель этого контента, попадаете под распространителя. В связи с этим самый большой блок, и который вообще в
целом, да, цель этого семинара заключается в том, что наше законодательство очень сильно изменилось. Я думаю, ни для кого это не секрет, те, кто работает в этой области, да. И я привыкла работать с характерными СМИ, которые выражали свое оценочное суждение в рамках на грани закона и закона. Но в последние полгода я поняла, что сейчас это касается уже без привязки, есть у вас характер, либо это вы просто сделали, да? Доходит до того, что привлекают за то, что вам дали интервью. То есть не за ваши слова, а за что? За какой факт? Публикация. Публикация, трансляция, распространение. То есть вы уже сделали действие. То есть содержание вам не относимо, но вы это уже сделали, да? То есть вы это его сделали. И тут рассмотрим этот блок на основе двух самых важных, самых работающих статьях, которые сейчас работают и очень активно работают. По ним протокола прямо ежедневно. Но сейчас как-то немножко спад пошел, потому что, наверное, и обстановка как-то вяло текущая, да, скажем так. А первые дни это прям был вообще коллапс, где шли любые, вот любое триггерное слово, ждите правоохранительные органы. Либо с Роскомнадзора, либо вас вызовут на составление протокола, либо вы едете освещать события, которые проходят на какой-нибудь площади. Несмотря на то, что вы, журналисты, имеете право освещать эти события, вопросы к вам будут, 100%. Ну, в дискредитацию что входит, да? Смотрите, если мы сейчас посмотрим, и самое, что в этом, самое важное, почему, да? Почему нужно защищаться при таких делах, если вы как бы действительно знаете, что вы ничего не нарушали и просто на вас составлен протокол ошибочно. Если вы не боретесь за свои права, то следующий этап – это уголовная ответственность. Это очень важно, это очень серьезно, это уже совершенно другие меры воздействия, это уже ограничение прав, ну, ваших, если такое будет, это будет уже, можно сказать, ну, наверное, конец карьеры или как, ну, если мы говорим про журналистов. Если мы посмотрим на состав этой статьи, да, вот я как юрист, когда эта статья первая вот только появилась, ее ввели, когда начали с ней работать, считала, что доказуемость этой статьи практически минимальна. Потому что, смотрите, не зря же здесь указали, да, совокупность. Совокупность, да, вот эти вот публичные действия. То есть это не должно быть отдельным, да, не одно должно быть действие, а совокупность этих действий. То есть действия должны быть публичными, раз. Второе, действия должны быть направлены определенно на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, да? Ну, то есть на армию или госорганы, которые действуют в защиту интересов граждан, поддержанию международного мира и безопасности. То есть эту совокупность как можно доказать из какого-то контекста маленькой там статьи? Ну, вряд ли вы там напишете, да, статью там, например, я против того, что вооруженные силы Российской Федерации, ну, не знаю, там, как можно, да, там, вы же так не будете писать, скорее всего. Речь будет идти о том, что вы вообще опишете какое-то событие, и из этого события сейчас в широком толковании следует статья 20.3.3. Триггерные слова, которые... нет, триггерные слова я здесь, кажется, не писала, сейчас я вам их озвучу, да, триггер, маникюр с флагом Украины, я не шучу. То есть вы сделали маникюр, опубликовали это в соцсетях, привлекли, какой-нибудь поставили смайлик там с голубем, который летает, там, либо какую-то ленточку поставили. Ваше имя с социальных сетей можно найти IP-адрес при желании, если это будет очень провокационно, если это будет очень, ну, такой вот какой-то вызывающий, то ваш маникюр может стать триггером. Сейчас я вам из анализа примерно скажу, да, по практике.
любые слова касаемо СВО, войны, новости, армия, мир, это все, да, призывы, лозунги против войны, против СВО, критика действий российских властей и украинская символика, в том числе на самых разных поверхностях, цветах одежды, маникюр, вот еще раз сказала, да, листовки, наклейки на авто, на рюкзаках значки. Вот это вы, когда одеваете, когда вы это клеите, вы идете. Хотя на самом деле украинский флаг у нас не в запрете, по идее. Это не в запрете, но вы понимаете толкование правоприменителя, что сейчас это будет расцениваться так. А почему думаете так? Есть предположение? Почему, в общем-то, флаг другой страны на сегодняшний день стал у нас триггером? Запретный. Какие могут быть правовые основания? Могут сочти за пропаганду Это символ, противоборствующей стороне. получается. Ну, то есть поддержка, да? Да. Поддержка той страны, с которой, в общем-то, у нас сейчас не самые лучшие времена, скажем так, да? И в связи с этим вот это вот правоприменение, да, и то, как я вижу, как юрист на вот эту статью, да, что мы должны разбивать протокол по частям вот этих вот действия, направлений, и каждый вот момент, каждый признак доказывать, он на самом деле, получается, разбивается в существующую практику так, что широкое толкование, просто любое триггерное действие, и, скорее всего, протокол будет составлен. Поэтому эта статья сейчас работает даже больше и лучше, чем просто там митинги, всякие публичные действия. То есть, если раньше по 20.2, по-моему, да, привлекали, то с появлением этой статьи все попадает под это действие. Потому что сейчас, в общем-то, людям высказываться о чем есть. Люди высказываются только вот касаемо этой обстановки. Это для всех как бы общественно значимо, всех это волнует, нет равнодушных людей, так или иначе. Не обсуждая даже позицию, да, просто рефлексия, какие-то это уже вот идет в этом плане. И, соответственно, что здесь можно вот по вот этой вот, именно по этому составу смотреть, да? Ну, самое важное, вы понимаете, да, что когда вы, если вдруг какой-то материал, либо какая-то публикация вызывает вопросы к вам, вы можете ваши действия, ну, сохраняйте спокойствие. Сразу скажу, если орган, правоохранительный орган выявил по этой публикации и вынес определение о возбуждении дела, смысла включать синдром отличника и доказывать это полиции нет. Материал уйдет в суд однозначно, 100%. Что вы можете сделать? Не забываем, да, но это вообще касаемо всех статей административного, да, ну и уголовного тоже. Ну, сейчас мы говорим именно об административных, да, правонарушениях. 1.5 – это дайте возможность органу собрать доказательства вашей вины. То есть вы не сидите и не говорите, да, так, в протоколе вы забыли записать время, так, место было не там, улица была не Орджоникидзе, а Кирова, 13. Не надо вот этого делать, не надо. Не надо этого делать. То есть так или иначе ваш протокол уйдет. Вы понимаете, да, как юристы выигрывают дела? Сначала в уме, потом на бумаге, потом духом, а потом в суде. Вот понимаете, вы вот это мышление должны себе сейчас понять. Что значит духом? Да? Вот я вам сказала, вот второй блок был, да, где мы определялись целями. То есть мы должны понимать, какая у нас цель, какой мотив. Мы убеждены в том, что мы законно поступаем. Убеждены, 50% успеха. На этом начинаем строить дальнейшую стратегию. Далее, мы теперь подкованы в том, что мы можем не говорить против себя. Статья 51 Конституции. Вот просто, вот вы не знаете, как действовать, нет юриста, да? Ну, я знаю, что вы и ночью найдете нас, но тем не менее, давайте так, представьте, что все, нет никакой связи, что-то случилось, вас пригласили, не знаю, пошли там освещать события, какое-нибудь, что у нас там было такое.
неоднозначное, вроде бы и несанкционированно было признано, вроде бы и разрешение было. Асохой, да? Вот, Асохой. Вот, например, пошли освещать Асохой, а почему-то оказались в отделении полиции. 1.5 не помогаем составлять. Составят в любом случае. Вас привезли, вас составят. Не надо там прямо объясняться и доказывать, что вы не правы. Вы все равно дойдете до сюда. 51-е вы можете вообще ничего не говорить. Просто подписываете, да, не надо ничего указывать, не входите в эмоции, сохраняйте свое спокойствие. Далее, после того, как составят этот материал, где-то через дня 3 этот материал идет в суд. И вот здесь вы уже строите свою стратегию. В связи с тем, что вот сколько я работаю, да, правозащитным юристом, да, практикующим, любая ситуация, любое вот обострение чего-то, тот же коронавирус и так далее, да, последует всплеск новых каких-то дел. Вот сейчас всплеск вот этих дел. Как противостоять этому, когда это все шьется иногда белыми нитками, скажем так, абсолютно без каких-то фактов, просто на триггерных словах, просто кто-то на эмоциях вас забрал, составил и происходит, да? Если вы не боретесь за свои права, то происходит плохая правоохранительная практика. То есть общество построено и судебная система построена так, что мы все, как мы действуем, так и формируется вся эта практика, да? Если я смотрю, она максимально плохая, но у меня она 90/10. 10 проигрышных, 90 выигрышных. Почему? Вот я вам поясняю. Первично. Синдром отличников выключаем, не надо там объясняться, оправдываться и так далее, да? Единственное, что я тем средствам массовой информации, которые имеют регистрацию, рекомендовала бы носить с собой задание. Просто пишите в произвольной форме на бумаге с собой журналистское задание, что вы пришли освещать это событие, то есть составляете. Но это у кого есть статус средства массовой информации, либо удостоверение. Но в моей практике есть такое, что это показывали и как бы никого это не волновало. Но тем не менее, по крайней мере, это будет потом в дальнейшем вам основой для построения. Да? Далее уже, когда материал уходит в суд, вот здесь начинается ваша работа. Вопрос можно? Можно. Вот вы сказали подписать протокол. Если там написать «не согласен», это нужно или нет? Ну, вы можете написать просто, да, «не согласен» и подписать можете. Ну, я вот говорю о том, что когда вы не знаете, что написать, лучше не пишите вообще ничего. А то вы там начинаете. Я на самом деле это совершил, но не с этим умыслом. И вот это вот потом вы просто понимаете, вы под воздействием эмоций пишете то, что потом вам вообще делает хуже. У вас есть время. Я говорю о том, что у вас есть время на то, чтобы объясниться. И время это находится в суде. Потому что в любом случае, если на вас начали составлять бумагу, бумага уйдет в суд. Это 100%. То есть вы сохраняете спокойствие, и самое главное, что вы потом делаете, это вот это можно сфотографировать. Например, вот вы прошли уже стадию того, что мы Меняйся. Это торг сейчас начинается. Это торг начинается. Да, отрицание, вот позиция отрицания, не надо эмоций, да, скажем так. Они вас не услышат. Но опять-таки мы говорим о тех делах, в которых вы ничего не совершали, но по факту описываете какие-то события, которые являются острыми и могут быть расценены как дискредитация. Хотя по факту, законодатель закладывал в это совокупность факторов. Не зря же он расписал это все. Но смотрите, как практика работает. Да? Сейчас пойдут отказные, дойдем до Верховного Российской Федерации, какое-то дело, да? Это было как в 2018-м за лайки и за репосты. Уголовная пошла, всех стали поголовно, да? 18, по-моему, год. Судили. Верховный потом принял и говорит, а вы что так бездумно всех под одну, да? Здесь же сказано именно, что надо смотреть контекст публикации и его действия во времени. То есть, если этот блогер был изначально какой-то с оппозиционным характером, либо он всегда поддерживает
те организации, которые входят там, в список иностранных, инагентов, экстремистов, да, то это одно. А если вот человек просто разово там взял, например, ладно, я даже не буду озвучивать, каких, ну, пускай будет там Юрий Дудь, грубо говоря, да, так, пометку ставлю, признан иностранным агентом, и если он, например, его укажет, да, и будет рассказывать там о какой-то тематике, которая там разово, то тут не может быть состава. Вот он просто ведет, например, блог о цветах, там, о флористике, ну вот посмотрел, и он поделился своим мнением. Это одно. И вот так же здесь будет. То есть мы сейчас на стадии того, что этот закон работает, начинает работать только сейчас. И когда вот всплеск пойдет, и если будет много странных таких дел, скорее всего, выйдет постановление пленума, но это на опережение. Мы работаем как бы на длительную дистанцию, мы не смотрим маленьких результатов, поэтому надо это знать. Что-то сфотографировали, да? И следом за ней идет вторая статья, которая сейчас также популярна, да? Это статья 13.15. Злоупотребление свободой фейк-ньюс. Что сейчас поднимается под фейк-ньюс? Все то, что не попадает под официальные источники доказывания. То есть официальные источники – это Министерство обороны, руководство страны, какие-то официальные государственные органы. Если вы получили, например, либо видите, да, что в сети распространяется какое-то видео, из которого вам как вот вы просто оцениваете и видите там действительно, да, что как будто бы да, это правда, это не монтаж, да, у вас внутренне так сложилось. Вы себе задайте вопрос, а чем вы можете это доказать? Чем вы можете это доказать? Что это как бы тот материал, который можно перепечатать, репостнуть. Так, теперь про действия, да, вернемся. Вот, что такое действие, что такое распространение действия? Этими статьями выровняли статус, в принципе, всех. Поэтому этот семинар мог бы быть не только для журналистов, блогеров и СМИ, это может быть для всех тех, кто выражает свое мнение просто, да, неважно в какую сторону. И любой репост, любой комментарий под публикацией расценивается как действие. Понимаете, да? То есть факт, смотрите, сейчас, если вы раньше привыкли работать со словом, с содержанием материала, то сейчас вы работаете и с содержанием материала, и с действием, проявлением воли, чтобы сделать что-то. Если вы материал не создавали, но решили под ним что-то прокомментировать, пожалуйста, задавайте себе вопрос, для чего, с какой целью и что вы хотите этим сделать. То есть, ну, так оно строится сегодня. Соответственно, под fake news попадает все то, что сейчас в том числе гуляет по сети. После того, как вы ознакомились с материалами дела, у вас есть несколько вариантов. По статье 20.3.3 есть первый вариант признать вину, но я не рекомендую его крайне делать. Всеми, ну, мы говорим о том, если вы считаете, что вы правы. Дело в том, что там уголовная ответственность, еще раз повторяю, да, это не простые шутки, это очень серьезно. Но если все-таки вы считаете, что вы совершили какую-то оплошность, и это был какой-то момент того, что ваши действия неверные, у вас есть, исходя из этого, несколько вариантов стратегии. Первое – это признание вины, просить о снисхождении, ограничения предупреждением. Предупреждение, скорее всего, вам не применят. Пока. Второе – это признание вины и просить снижения штрафа, чтобы 30 тысяч минимальный, по-моему, размер ответственности идет по 20.3.3, вам его могут снизить, да? Но это тоже, вот это снижение, оно не только работает при признании, но работает и в дальнейших стратегиях тоже, но вероятность того, что если вы признаете, к вам будет снисходительно и ограничится предупреждением и снижением штрафа, она как бы есть. Но это уже все. Это вы уже считаете, что после этого вы можете вообще не выражать ни мнения, ничего, потому что в течение года потом привлечение – это уголовная ответственность. Вторая стратегия – это вы оцениваете свои шансы идти до конца.
То есть по таким делам надо вам понимать, что если вы готовитесь к судебному спору, речь пойдет о том, что вы получаете результат не только сейчас, выигрывая первую инстанцию, вы идете до конца. Что значит до конца? Вы проходите суд первой инстанции. В данном случае в Якутске это Якутский городской суд, потом вы проходите вторую инстанцию, это Верховный суд Российской Федерации, далее идет 9-й кассационный суд Владивостока. Это самые рабочие инстанции, но Верховный суд тоже Российской Федерации надо бы посетить, потому что, опять-таки, при большом резонансе каких-то дел, как правило, Верховный суд выносит последнее постановление пленума. И здесь очень важно, я смотрю, что административным делам, как правило, некоторые относятся вот так, да, вот почитали по диагонали, ну, распространил, ну, да, сообщение же было, угроза была же, да, вроде, все, и пошли вот так. А есть люди, которые относятся так, мне права не разъяснили, либо там нет определения, значит, я, наверное, выиграю. Так не строится. Здесь нужна системность. Первое, это мы определяем, у нас цель была, мы правомерны. Второе, это мы смотрим уже по процессуальным нарушениям, где мы там себя профилактически оберегли. Когда мы были на составлении протокола и не сказали того, где пытались себя оправдать. Потому что вот на этой стадии, когда вы начинаете себя оправдывать, вы неверно, вы выражаетесь человеческим языком, который потом расценивается как признание в моменте вот составления. Вот этого делать не надо. И далее вы уже совокупность вот этого всего, процессуальных нарушений, там, материально, что не было экспертизы, что не проводили соответствующее расследование, что долго материал шел, что определение с нарушением вынесено. Еще один делаете лайфхак, это не торопите звонками ни суд, ни полицию. Когда. С момента события 3 месяца для того, чтобы привлечь вас к ответственности. А я смотрю, что журналисты всегда очень куда-то торопятся и очень хотят, чтобы быстрее рассмотрели. Зачем вы это делаете? У меня вопрос. Вы ждите, пока вас там пригласят. Так далее. Нет, вы еще же ходите там, подписываете, сами ходите и говорите, вот, не втерпешь мне, чтобы меня рассмотрели. Но это как бы, почему так? Потому что это юридически правоприменительный момент, когда люди не торопятся со сроками. Либо наоборот, когда если уже вынесли постановление, там надо успевать 10 дней, вот сдается, что спорить. То же самое касается всех административных дел, но в частности мы сейчас говорим о той статье, которая на сегодняшний день очень работающая. Вот это самая опасная статья и ее последствия. Ну, подводя итог к этому блоку, да, подведем так, да, получается, что вы, кроме того, что работаете с содержанием материала, задаете себе вопрос, откуда, да, вы взяли эти. Если это острый материал, публикуете там несколько мнений, суждений и делаете желательно в официальным лицам запросы, пускай они останутся без ответа, но это покажет вашу добросовестность, что вы пытались, да, собрать этот документ. Давайте так, наверное, в любом случае, да, в условиях какого-то такого положения всегда правила игры меняются. Вот и они здесь тоже изменились. То есть это не протокол административного правонарушения там, за превышение скорости движения. Это сейчас более значимое, да, и, естественно, обстановка, которая есть, геополитическая, она будет на это влиять. Но сдаваться без боя и вот с синдромом отличника не надо. Надо делать это планомерно, систематически и сохранять спокойствие и самообладание. Да? Тут получается, подводя итог, 3 вещи. Первое, работаем с содержанием, о чем пишем. Второе, над действиями. Действия были или не были. И понимаем, что это касается размытой ответственности, ответственны все. То есть здесь можно убрать просто правовая грамотность для журналистов, блогеров и СМИ, вычеркнуть вот это и оставить правовая грамотность для населения. То есть тот, кто как-то проявляет свою субъектную активность в обществе, как-то себя ведет, просто как человек себя ведет, да, и где-то что-то сказал, это тоже может себя на эту цензуру, да. И вот в этой связи
именно по блоку административных правонарушений есть измененные правила игры для журналистов, это касается цензура, право на поиск информации, если вы перепечатали чей-то материал, ограничится что? Нет, если вы перепечатали, вы уже распространитель. Неважно, что это не вы писали. Уже не сойдет такого, что можно сослаться, что вы перепечатали материал другого СМИ. Это уже нет. То есть к чему это ведет? К тому, что этой статьей уравняли как сказать это правильно? Под эту статью теперь попадает полностью весь интернет. Ну, любая информация, интернет, WhatsApp, Telegram. Если найдут ваш IP-адрес при желании, то тоже распространителем может быть. Ну, если говорить о тех анонимных, да, телегах и так далее. Есть практика такая, что пробивали, с какого IP-адреса приходили, при желании это все можно найти. По этому блоку есть вопросы, что какие-то часто задаваемые вопросы, являются ли антивоенные лозунги дискредитации, да, являются. Вот по слову «фронт», который был вот в нашей практике, в вашей практике, да? Если посмотреть по всей России, есть ли подобные случаи привлечения к ответственности именно по этому слову, за употребление этого слова? Нет, только в Якутске у нас, да? Только в Якутске у нас. Ясно. Только в Якутске у нас, но там есть и другие слова, там же и за мир. То есть неважно, какую вы поддерживаете политическую там, сторону и так далее. Я еще раз повторяюсь, мы об этом сегодня не разговариваем, у всех могут быть разные мнения и так далее. Да? Ну и вообще надо понимать, что в условиях такого положения надо понимать, что наши права в любом случае будут ограничиваться. Но если мы хотим как-то в этом дальше жить, процветать. То есть в основном удавалось выигрывать по формальным признакам, да? Что делать? По формальным признакам в основном. Да, и кстати, если вы по формальным признакам выигрываете, вы тоже понимаете, да, что многие такие думают, так, меня по срокам прекратили. Это уже большая победа на самом деле. Потому что, понимаете, да, что директивность, она имеет место быть и, вот, как сказать, выходит закон, его начинает право применять. Кто туда входит в правоприменение? Правоохранительные органы, судьи, далее, да, все равно где-то какое-то взаимодействие, и понимая это положение, они лучше вас на всякий случай привлекут, чем не привлекут, да. И в этой связи по сроку выйти на протокол им легче, чтобы не описывать ваши действия в мотивировочной части, насколько они были законны. То есть если у суда будет две нормы, одна будет срок, а другая будет описать, что нет состава события, ну вот, сами понимаете, да, какую мне проще как судье применить. Ну, я бы применила, конечно, срок. Я бы не стала сидеть и расписывать, что на самом деле вы там просто высказать свое оценочное мнение. Нет, я бы такого не делала. Но вы не вкладываете в этот формальный признак, что это вот что-то такое. Это уже победа, понимаете? И даже по формальному признаку вы пришли к этой формальному признаку, скорее всего, потому что бились за каждое слово до этого, что протокол обратно отправляли. Потому что 3 месяца это достаточно большой срок, чтобы вас привлекли. Понимаете? Поэтому это тоже. Есть еще вопросы по этому блоку? Можно? Угу. А вот по поводу синдрома отличника, да, нет, вернее, не синдрома отличника, по поводу конкретного дела рассмотрения. Вот мы журналисты, наша задача транслировать, да? Вы сказали, что сегодня даже трансляция, упрощая, человек вышел там, плакатом за мир, там, Соединенных Штатов, там, нет войны, журналист задача его транслировать, он свою работу выполнил, тем не менее его привлекли. Тем не менее, когда-нибудь, не знаю, там, может быть, я вот захочу в суде в следующем своем принять счастье, судья меня спросит, какой, вот вы же говорите, для того, чтобы вы понимали, для чего вы это все это делаете. А у нас же все просто. Это наша работа. Мы должны освещать
разные события. То есть все, любая там. Ну, получается, просто я должен был сказать судье, то есть если меня судья спросит, какую цель перед собой ставить, я говорю, что показать настроение общества. И это уже неправильно будет для судьи, да, или как? Как вообще правильно? Почему? Как раз таки это правильно. У вас, видите, был мотив и цель. Мы же об этом говорили, что вы действовали не исходя с того, чтобы быть рупортом вот этого серийного топ-топ, да? Или там что-то еще, да? А вы были именно, вы бьете на то, что вы были в качестве корреспондента на таком-то событии. То есть в суде я могу, как, честно Да, сказать, вы так и говорите, я был как журналист для освещения событий, которые происходят в нашем городе. то есть донести там... И из этого исходя вы говорите, я не изготовитель этого состава, я не мог отвечать за действия этого человека. Как бесстрастный свидетель, вы же себя. Да, но если вы при этом единственный распространитель этого действия в сети, то, скорее всего, вы будете видеооператором этого ролика. Ну, как бы... А тогда какой смысл? Пришел ты там, постоял, посмотрел, а распространять нельзя. Ну да. Это смысл всего. Ну, Это наш вот это смысл. Писать только про доброе, как о полной свечи. К тому же это же эксклюзив получается. Ты первым, единственным сделал что-то такое, кто другой не успел сделать. Но, возвращаясь Сейчас ты видишь к мету позиции, у нас обстановка немножко все права ограничивает. Надо писать про оружие. Ну, так же, как с фейками, да, там же любая информация, которая взята не из официальных источников. Да. То есть, если это интервью с участниками, Да, вот да, ситуация это уже фейк. А вот ситуация с Если этим... ты сам был свидетелем, тоже фейк. А если фотофакт, например, сейчас пойдут очередные митинги, и просто фотофакт взял там, вот люди собрались, и что-то там, тоже нельзя, То да? есть, не официальные Еще раз. Ну вот, у нас сейчас распространена там рубрика «Фотофакт». Ну, там, не знаю, стоит автозак, там люди где-то там видны. И Если вы просто в общей массе делаете фото, да, это вот, кстати, к фотокорреспондентам относится. Если основным объектом будет вот просто вот этот вот событийность, вот это одно. Если вы возьмете фото, где там прям вот этот плакат, да, типа «Миру мир» там или что-нибудь такое, и вот это вот будет обложкой, то основным объектом будет, возможно, расценен этот плакат. То есть вы вот эти вот вещи тоже должны понимать. То есть с какого угла, короче, вам нужно, как сказать, быть софт-скиллы, в общем, прокачивать. Не только смотреть на все как раньше, да? Так, я же ни о каком факте не сказал, я же не распространил, это же они кто-то написал, я просто... Они же авторы, да? Вот так же раньше строилось. Сейчас это не так. Вы сейчас уже смотрите с точки зрения, что все, что вы делаете, оно называется действие. То есть у вас была воля этого не делать, но вы этой волей не воспользовались. Вы ее сделали, понимаете? Я не хочу, чтобы вы после этого семинара перестали вообще писать. Я хочу просто, чтобы вы как-то бездумно поменяли свои критерии оценки. Нет, не так, конечно. Например, есть еще вопросы? Значит, у меня вопрос такой по этой статье 23.3. Ну вот, например, вы в своем выступлении сказали о том, что спокойно подписывайте протокол о административном правонарушении. А потом, вот когда, допустим, дело передают участковому там, или кому-то еще, второй инстанции, да, вот, и второй допрос, значит, или опрос, значит, я начинаю, допустим, да, значит, отказываться от всех своих прежних показаний. Это будет ли иметь это значение, или уже самое важное, вот, признательное показание при первом? Признательные показания при первом, да, ну, вот, признательное объяснение, да. Ну, не в уголовном получается, да, да, в административном. Они, конечно, будут уже расценены, они войдут, сначала они сбор документов, потом протокол формируют. Если они туда формулировку укажут, что вы признали, то оно так и будет расценено. Никто не будет вдаваться в какие-то тонкости, пока вы сами их не разложите на полочке того, почему это не так. Поэтому, когда вы, смотрите, тут такая получается, такой порядок. Сначала полиция составляет все, отправляет в суд. Вот когда полиция составляет, то, что вы там пытаетесь как-то объясниться и так далее, на сегодняшний день это не работает.
Ну, максимум покажите свое удостоверение и журналистское задание, которое должно быть у вас, если вы идете на какие-то острые события. А если, когда уже в суд, вот в суде вот вы уже готовите свою позицию определенно, начиная с того, какая у вас была цель, заканчивая тем, какие нарушения в этих материалах. А материалы вы до суда ознакомливаетесь, чтобы потом апеллировать ими. Понимаете? Тогда дополнительный вопрос. Значит, в качестве последней аргументации в суде, да, которую я слушал, значит, прозвучало то, что органы не могут ошибаться. Вот такой вот был момент. Ну, такой рефрен, да, вот есть судья, допустим, да, вот, значит, по этому поводу, да, вот, обвинительные сокращения. Как понять? Ну, может быть, это вы как бы с контекста взяли, да? Органы не могут ошибаться в плане того, что первично, да, когда материал приходит в суд, вот он уже составлен, значит, что-то было. Типа дыма без огня не было. Что-то было. Если вы приходите и смотрите на это как, ну да, что-то было, конечно, проще это все, что-то было сделать и вынести решение. Если вы приходите и спокойно, в самообладании объясняете все по полочкам, да, почему это было, почему и предполагаете свои какие-то и свои доказательства принести, то это уже другое. Конечно, там уже вы строите на этом стратегию, вы пишете отзыв, возражения, прикладываете свои документы. Кстати, по этому блоку что хотела сказать. Если ранее можно было применять просто 1.5 КоАП, это говорит о том, что вы не должны доказывать свою невиновность, то в этом случае я говорю о том, что сейчас нужно свою состязательность проявлять. Хотя вы не должны, да? Но вы должны свою состязательность в суде проявлять. То есть вы должны доказывать. Если нет лингвистической экспертизы, сделайте свою. Так ее суд не признает, скажет, а там нету... Не факт, не факт. Это вы про наше Ну, там же общее, сказали, да? что Ну, подождите, его еще не там дальше. уведомили, этого эксперта, что он может, несет ответственность юридическую. Не уведомили, иначе действительно все. Ну, там у вас еще 2 инстанции впереди. Так что... Не, ну имеется в виду, у них же на Я каждый говорю, какая у вас чин цель? написано. Короткая дистанция, один суд пробежать или... То есть любой спринтер ставит себе цель, да, то есть если вы сдаетесь и теряете энтузиазм на первом суде, вряд ли по такой категории дел вы дойдете до победы. Вот так. Лена, смотри, если мы, допустим, публикуем какой-то факт, который может комментироваться как дискредитация или фейк, да, и к этому факту берем официальные комментарии от официальных лиц, которые говорят, например, ну нет, этого не было, да, и печатаем и то, и другое. Да. Какие будут перспективы? С одной стороны, мы опровергали, типа. Ну, вот я поэтому вам как лайфхак говорю, да, если вы что-то очень острое публикуете, и это общественно очень значимо, и без этого никак, и ваш голос вот этого рупорта свободы и так далее хочет об этом рассказать, Всегда. это характер СМИ называется. И это ваше решение. То есть за ваше решение получите решение суда, которое я не знаю. Нет, ну вот в этом случае мы же опубликуем официальные комментарии, что этого не было. То есть мы же можем расценить это как, например, опровержение ужасных фейков. Ну, вот видите, вам, по крайней мере, строить уже позицию можно. Вы говорите, мы не утверждали, мы не распространяли. Мы сказали, мы сразу в этом же материале поставили то, что это вообще не официально. Это вообще что-то то, что, ой, вообще такое нельзя читать, и все. Это, ну, вот так. В принципе, это может сойти любой Получается, комментарий, даже если вы ну, кривой. если конкретно Да. по ситуации смотреть, Да. ну, как я вот себя делаю, Телевизор не буду говорить. а в полиции не пытаются человека раскрутить все время, да? То есть лучше всего все-таки сказать, статья 51, молчу, все, вот так вот. Вот в объяснениях напишите «не согласен» и все. Нет, они начинают, Да, вот вы же были на площади, я говорю, такой, хоп, и такой, я в статья 51, все, молчу. А они такие, нет, ну вы же были, я говорю, такой, Ну да, ничего продолжаешь, не статья комментируем, 51, без это... комментариев, статья 51, все время, Да. повторяем. Так, видишь, люди же... Скажите, а в нашей технической экспертизе какое значение имеет? Лингвистическая. Техническая экспертиза. Техническая вы имеете в виду осмотр сайта, это вот это вот? Нет, я имею в виду возможность программного значит, этого фальсификации.
Ну, смотрите, сейчас сбор доказательств по касаемо опубликованных видеороликов, либо постов, скриншотов, он дошел до того, что сводится к тому, что делается снимок экрана или видео этого экрана. Там, где время, дата, и нотариального протокола не надо, как раньше было. Поэтому по этой части, конечно, можно работать, да? Но это уже оценка доказательств, это уже надо в конкретном индивидуальном деле смотреть вот, насчет вот этой А фальсификации. нотариально, вот то, что вы сказали, нотариальное Это не доказательство. обязательно сейчас. Уже сейчас не Уже сейчас не обязательно. обязательно. Уже сейчас не обязательно. Если по административному смотрим, не путаем, сейчас будет блок еще гражданских, там немножко по-другому. Там. Есть еще вопросы? Вот у меня по лингвистической экспертизе. Вот если я не согласен вот с трактовкой органов, вот по таким делам я разве не могу заявить свое ходатайство о проведении лингвистической судебной экспертизы, чтобы суд принял решение, определение о проведении лингвистической экспертизы? Могу ходатайствовать? Да, вы можете ходатайствовать о проведении лингвистической Но они экспертизы. суды принимают по таким делам? Но дело в том, что если сейчас сказать по практическому опыту, то они ее не назначают. Они ее не назначают. Не назначают, да. Ну, это по тем делам, по которым за последнее время я участвовала. Но есть смысл ходатайствовать. Смотрите, как строится, да? Вы в первом суде проходатайствовали, вам отказали в удовлетворении этого ходатайства. Вы уже себе получили один бонус на второй суд. То есть вы в первом суде работаете на второй суд. Во втором суде... Могу и в первом повторно суде, да. заявить. Ага. А во втором суде уже второй суд должен разобраться, вам законно отказали в этом или незаконно. Вот если они скажут, да, первый суд отказал вам незаконно, дело вернется на суд первой инстанции и там назначат экспертизу. Что вы сделали? Выиграли плюс 2 месяца. Ну. А вот, скажем, ну вот по тому же делу, по слову фронт, да, было во всяких изданиях были нападки на своих журналистов наш, да, что не предоставляют свою экспертизу или ходатайство. Вот такие, скажем, ходатайства или заключения от общественных организаций того же Союза журналистов могут действовать на суд? Нет. Роль какую-то законную они силу имеют? Нет. Нет. Ну ясно. Абсолютно нет. То есть, и вот даже, даже вот когда многие журналисты любят использовать то, что, например, ну все же так делают, все же напечатали. Нет. Когда печатали вы все вместе печатали, а когда призывали к ответственности, это может быть вот так. Ну, Зайди, пожалуйста, еще по списку вот этих. Нет, разделение ответственности так не получится. Каждый сам за себя отвечает. Каждый сам за себя отвечает. То есть вы можете смотреть, как ваши коллеги сейчас действуют, но отвечать вы будете в суде отдельно. Еще раз, по фальсификации, значит, вот этих вот, как его, скриншотов, да? Значит, если я отдельно подаю в суд, то, значит, если я его выигрываю, да, то до этого, да, административного... Нет, отдельно вы по фальсификации вряд ли пройдете. Скажут, что вам будет отказ, скажут, что каждая оценка доказательств проходит при рассмотрении дела административного. Ну, то есть оценку каждому доказательству вы... Вот, например, вот вы пошли ознакомились, да, там вот там 10 листов, да, лингвистическая экспертиза, скриншот или видео, материалы, которые спорны, да, там, либо газета, либо еще что-то. И вы по каждому материалу должны, по каждому вот этому доказательству должны в этом суде свое мнение выразить и сообщить, почему. Если вы считаете, что сфальсифицирован этот документ, то вы здесь об этом заявляете. В рамках этого дела. У вас нет другого шанса выиграть суд за пределами этого дела. Практически это так. Нет, но на экспертизе-то можно настаивать. Вот, например, мне кажется, я понимаю, что... В рамках этого суда. Вот, например, полиция предоставляет скриншот, да, ну, скажем, вот блогер написал там в своем блоге. Полиция предоставляет скриншот в суд, а человек предоставляет свой собственный скриншот, и они разнятся, там есть различия. Вот тогда можно ли вот именно такую техническую экспертизу, что кто-то
подделал там. Да, конечно, конечно, можно. Вот я думаю, Но вот это, видите, этот это вопрос. вот основание, если есть. Просто так нельзя сказать прийти. Ну, мне кажется, что что-то подделать нельзя. То есть какое-то должно быть основание и обоснование. Вот именно так. Еще где делают экспертизу лингвистическую? Лингвистические экспертизы делают СВФУ. СВФУ делает, потом автономная некоммерческая организация лингвистического центра судебных экспертиз Калдашвили. И тут еще один момент. Есть экспертиза, а есть заключение специалиста. То есть по факту это два очень похожих по содержанию документа, но по цене и по весу доказательственности это немножко разное. Да? Но это уже специфика для юристов, скажем так. Мы часто используем заключение специалиста. Его получить быстрее. Филологов, лингвистов, в принципе, в городе хватает. То есть любой, который имеет диплом филолога-лингвиста, может сделать такое заключение. Самое главное, чтобы он был ознакомлен, ну, это с точки зрения суда, чтобы он был ознакомлен о том, что он Несет ответственность за за недостоверные сведения. Да, совершенно верно. Там еще у кого-то вопрос был, да? Кто-то руку тянул. Да. Можно вкратце повторить, да, вот алгоритм действий? Вот, допустим, я узнал то, что на меня вот завели дело. Дальше вот что должно происходить? Ну, вас пригласят. То есть вы сами туда не ходите, вас пригласят. Вас пригласят, не переживайте. Не переживайте, могут приехать на работу, могут приехать домой. По фейк-ньюс, кстати, могут вас до 48 часов задержать, потому что здесь ответственность в виде ограничения тоже есть. Когда есть, да, арест административный, то имеют право задержать. То есть задержать до 48 часов. И первичные дела, которые по 13-15 было, мы как раз-таки журналистов и с пунктов полиции освобождали, потому что они почему-то оказывались там посреди ночи. А куда приглашают? В отдел по борьбе с экстремизмом? Нет, это составляет Знаете, когда пригласят. участковые отделы полиции, там они разные. Где-то просто отдел, где-то участковые. Вас пригласили, вы сначала даете, получается, объяснение. Вот в объяснениях, если вы не согласны, просто пишите «не согласен», воспользуюсь 51-й. Либо можете написать «не согласен», свою позицию отражу в суде. Ну вот какие-то такие формулировки. И далее ждете, когда вас пригласят в суд. Когда вас в суд пригласят, идете ознакомливаетесь. Вот ходатайство я здесь показывала. Потому что в индивидуальном споре, да, без учета тех материалов, которые собраны полицией, сложно будет оценивать и ваши перспективы, и вашу стратегию. Если вы даже идете к юристу, лучше вы сами сначала все ознакомьтесь, зазря, чтобы не ходить, потому что первично, что он вам скажет? Он вам скажет, ну какой-то общий план, да? А у вас же сейчас надо работать детально уже по каждому основанию, да, и смотреть. И опять-таки говорю, по доказательствам надо строить систему, а не считать, что у вас одно доказательство есть, вам там права не объяснили и все. Нет, так не может. Надо строить сразу систему, которая начинается с цели вашего визита где-то там и публикации, заканчивая тем, почему вы в этом деле ничего такого не сделали. Но это уже по основному. Скажите, а отказ от ранее данных показаний? Но он, скорее всего, будет, возможно, но он, скорее всего, будет вызывать вопросы, почему вы отказываетесь от того, что вы сказали ранее. Это же ломает вашу стратегию сразу. Поэтому я говорю, научитесь сдерживать эмоции и молчать, если вам нечего сказать, либо вас очень сильно трясет, либо там вы понимаете, насколько вы все правильно сделали, а почему-то оказались в полиции, да? Поэтому Уточните, лучше пожалуйста, по срокам этого заведения. 3 месяца с момента публикации есть, да? Но есть, к сожалению, не очень хорошая практика. Но пока по Якутии практика 3 месяца с момента публикования. Это на основании какого Но это так и... закона, документа? Ну, это
Это в Кодексе об административных правонарушениях, по-моему, статья Папуа, 4.1, да, Папуа. Там есть состав указан, по ним есть сроки привлечения. Вот именно вот эти составы 3 месяца, то есть с момента. Да? Есть не очень хорошая практика по длящимся правонарушениям. То есть если опубликованный находится в сети, то это по экстремистским материалам в основном такая практика. Это что, о электронном СМИ, да, скорее всего? Да. Находится, да. И если вы его как бы не удалили. Поэтому, когда вот этот закон вошел, да, он обратной силы не имеет, но очень много поступало вопросов, что делать с материалами, которые были ранее опубликованы, куда их чистить, их не чистить, да, которые вроде бы как бы имеют опасность попасть под эти новые статьи. Многие правозащитники рекомендовали чистить. Но, не знаю, у меня пока не было такого, что мы признавали длящимся. А вот статьи, оборону держу. статьи, опубликованные в бумажных газетах, вот, например, скажем, 5 декабря опубликована, но газета-то она существует, то к ним применяется вот, понятие длящегося, потому что она в библиотеках всю жизнь будет лежать. Любой может взять и прочитать хоть сегодня, хоть завтра. Нет, пока все-таки Не было, да? Не надо соглашаться с этой позицией. Потому что речь же идет о том, что вы совершили что-то. Вы же не каждый день что-то совершаете. Не каждый день же эту газету печатаете. Вы же когда-то сделали ваш зэк, это же вот за одно же действие. У него должно быть определенное событие, время и место, когда вы это сделали. Понимаете, вот так. Ясно. А стратегия вот затягивания, скажем, вот с больничными листами сыграет здесь или нет? Скажем, заболеть, больничный. Хотя тут, скажем, в административных делах, в принципе, могут рассматривать без присутствия. Мы не говорим о явных, да, давайте нарушать законы сделаем так, да, но если вы действительно заболели и у вас есть на то соответствующие доказательства и справка, и либо больничный, да, и то, что вы при такой болезни не можете прийти и проходатайствовали, уведомили суд, то да. И я прошу не рассматривать в мое отсутствие. Его будут откладывать, а сроки будут идти. Если Будут, вы... да? Ну, это раньше был лайфхак, когда 3 месяца было за алкогольное опьянение, все у нас болели 3 месяца. Ну, слава богу, сейчас год, и АО все-таки такая серьезная статья, по которой... Ну, я сейчас оцениваю с точки зрения правоприменительной, да? Я не говорю, что это хорошо, что когда было 3 месяца, все АОшники там не попадали. Нет, я просто говорю, что на этом раньше строилась стратегия, почему люди, которые сели за руль в пьяном состоянии, оказывались потом по истечении 3 месяцев чистой воды стеклышками. Это вот именно помогало по срокам статья. Потом это стало год, потом стало уголовное, и сейчас это вообще как бы... общество, кстати, это сделало сейчас не такой серьезной статьей, по которой никто не хочет. Уж точно, наверное. Ну, я так надеюсь. Ну и слава богу, потому что это все-таки речь идет о жизни и здоровье, да? Которая не просто так. Поэтому блок все, да? Можно вопрос по СВО, да? Что? Видеоконтента по СВО. Ну, был же какой-то вот закон, да, который запрещал, о неразглашении там военной информации и так далее. Этот закон всю жизнь действовал, это да, это типа государственная тайна, сведения о дислокации, сведения о войсках, о войсковых частях, плюс еще есть, если я не ошибаюсь, от 4 декабря есть приказ ФСБ, в котором есть там 60 пунктов, перечень, та информация, которая тоже может быть расценена. А вот эти видео снятые вот в зоне военной операции, там очень много видео же распространяется по WhatsApp. И эти видео публикуют в этих социальных сетях. И даже я, скорее всего, думаю, что это будет ответственность. Если привлекут, будут ответственность. Ну, сами участники СВО, они снимают себя и распространяют по WhatsApp иногда. Самим участникам, скорее всего, ничего не будут, а тем, которые будут делать репосты или перепубликовать, скорее всего, да. Да. Потому что речь идет о распространении. Распространение даже, по-моему, сейчас хуже, да? Тяжелее Распространение хуже, чем содержание. То есть, например, лежит, значит, солдат
в этой воронке с раненой ногой, жалуется на то, что помощи никакой нет и так далее. И вот такого Это явно создания, дискриминация. да? Ну, я так думаю, что да. Явно. То есть публиковать такое видео нельзя. В СМИ, да? На сайте. СМИ тем более, потому что... На сайте. Ну да. Можно, если взять официальные комментарии? Да, сказать. Опровергающие это интервью. Так, главный редактор принимает решение самостоятельно. Юрист говорит, что может быть. Так же, как ваша тактика, вы можете принять управленческое решение всегда за вами. А можно вопрос? Вот вы говорите, надо умеете строить свою стратегию. Ну вот мое дело. А какая может быть стратегия? Я говорю, что я пришел там, ну, то есть какая-то стратегия простая, или все-таки можно как-то выстроить более сложную такую последовательность действий? Да. Что за бесплатные юридические консультации? Начинается по личным делам. Пользуясь случаем. Нет, вы же, по-моему, Давайте мой же клиент, да? Мы с вами переговорим отдельно, ладно? За отдельную плату. Тут понятно. Надо активно распространять же нормы о задержании несовершеннолетних детей, да? О том, что доказывающих таких, о том, что будет сходка, доказывающего материала как бы нет. Это получается, пишут, что СМИ сами раздули это, да? И при этом это Еще раз, я прослушала, что опубликовали? сходка этого ЧВК. Рёган. Ага. О том, что будет сходка. Эту информацию раздули СМИ. И вся полиция в городе Якутска по всем торговым центрам ходила, задерживала вот этих несовершеннолетних. Ага, это не относится к категории фейк-ньюс? Ну, не угрожает? Но эта информация же была не от СМИ, это была информация управления образования и МВД. так далее. А управление же сказали, что это не наша информация. Фейк-ньюс – это статья, которая в чем про тут СМИ, фейк? про ответственность. Вряд ли официальные СМИ это делали или Ну, делали. бывает, что телеграм-канал. Каналы, да. Ну, смотрите, оценку дать каким-то действиям вот так вот, да, гипотетически, ну, очень сложно. Ну, вот. Но я так думаю, что если бы какой-то СМИ прямо так, такую оплошность совершил и весь этот контент оставил в таком виде, ну, наверное, следовал протокол. Из-за распространения вот этой информации все дети начали там в этих торговых центрах толпиться, чтобы посмотреть, что произойдет. Вот это не угрожает этому? Жизни и здоровью детей, скажем так. Зачем надо было распространять эту информацию? Не могу, без комментариев не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что все-таки... То есть можно ли привлечь этих людей, которые распространили эту информацию? Если их найти, если вы сейчас на них заявление напишите, я думаю, что да. Вы же тоже можете сделать до нас. Написать заявление. Там полиция сама распространила Там по же школам, сама не ходили. полиция. Там же полиция, это Сами официально. сами стали блокировать тему. Ну, МВД же везде, объясните Если свои этого деньги. не было. Вот. И поэтому всем стало интересно. Да. А на полицию я могу подать? Нет, конечно. Органы не могут ошибаться. Будет интересно. А было бы интересно. Так, теперь перейдем между вот этими блоками, я сейчас затрону вот эти вот списки, да, которые тоже вам следует. Не только вам, всем следует, да, это тоже без границ, независимо от вашего статуса в СМИ, вы физическое лицо, блогер, комментатор, репост, это списки, да, сайт Министерства юстиции и Росфинмониторинга. Министерство юстиции – это федеральный список экстремистских материалов, Росфинмониторинг – это террористы. Немножко тут слайд неверный, поэтому стоит его фотографировать или нет, ну, в общем, смотрите, да, Росфинмониторинг – это материалы, лица, признанные экстремистами, террористами. Федеральный список экстремистских материалов – это сайт Минюст, и иностранные агенты тоже, там есть реестр лиц, признанных иностранными агентами. В этой связи что хотелось бы? Ну, то, что ставить пометки надо, на каждом материале все знают, то есть публиковать можно, но отметка должна быть, о чем будет, что эти вот лица являются теми-то, теми-то. Но тут момент
смотрите, самое опасное, которое сейчас. Сейчас многие, например, переезжают куда-то и начинают в более свободной обстановке, там, где у них не действует, хоть они и граждане России, не действуют, ну, далеко находятся от нашей системы, да, начинают транслировать свое оценочное мнение, то есть это могут быть ваши друзья, это могут быть ваши родственники, да, они себя чувствуют там, наверное, ну, Безопасность. ну, можно сказать, безопасности, да. Когда вы их, сейчас, конечно, такой практика есть, но она не по Якутску, но тем не менее. Когда вы сейчас их поддерживаете каким-то репостом, либо на них ссылаетесь, есть вопрос опасности самим стать иностранным агентом. Вот что. И понимаете, да, отсюда последствия, что иногда мы сейчас вынуждены выбирать друзей, детей и родителей. Если наши родители очень свободолюбивые, например. Либо наши друзья очень имеют много оценочного суждения, независимо от того, согласны мы с ними или нет. Третье, иностранные агенты — это недалеко. Потому что там не только финансирование, но и убеждения и влияние. То есть, смотрите, опасность, если вы попадаете в иностранные агенты, там очень, ну, работать вы, конечно, можете дальше вещать, но ограничения серьезные. Там и в кредитных организациях, там и в закупках всяких участвовать нельзя, там и отчеты, да, вот эти вот бесконечные. И оспорить очень сложно. Оспорить очень сложно. Чтобы посмотреть, иностранный агент или нет, смотрят весь контекст вашего контента. Это касается блогеров. Ну, по якутску я пока не буду как бы, да, озвучивать, но я примерно понимаю тех, кто могут в скором времени стать иностранными агентами. Несмотря на то, что у нас с ними хорошие дружественные отношения, там, да, или, может быть, я разделяю какую-то точку зрения, я сейчас их репостить точно не буду. Но это не потому, что так легко откажусь от своего мнения, а потому что приоритет безопасности и функционирования, в том числе моих организаций, он для меня выше. Ну, вот так. Вот это надо понимать. Это самое важное сейчас. Списки там, ну, ничего сложного, заходите просто в сайт Росфинмониторинга, Минюст, иностранные агенты, проверяйте всех ярких личностей на их списке. Они там появляются постоянно. То есть ваши любимые блогеры, не знаю, там, с кем вы там. Смотреть можно, но репостить нельзя, да? Смотреть можно, да, в директ общайтесь, сообщения переписывайтесь, но если какая-то будет постоянная поддерживаться ваша связь, не дай бог, то Лайкать опасно. лайкать можно. Опасно, говорю. Лайкать можно, но Осторожно. Да. осторожно. Да. Ну, пока нет практики, я просто говорю это в профилактических мерах, я так думаю, что так оно будет работать. Ну, я предполагаю. Потому что смотрит совокупность вообще контекста. Контента, контекста. Так. Ну вот это вот у нас уже гражданские дела. Здесь разница между гражданским и административным. Административный вас, получается, наказывает, то есть привлекает к ответственности государство. Государство оценивает ваш проступок. А гражданские дела — это там, где вы можете задеть чью-то честь и достоинство, деловую репутацию, опубликовать сведения, не соответствующие действительности. Эта статья, этот блок дел, слава тебе, Господи, пока в рамках состязательности работает. То есть вы, самый главный лайфхак — читка материала. О чем вас могут, да? Именно по фактам. То есть оценочное суждение здесь также есть, и пока с ним все нормально. То есть если оценочное суждение не касается геополитической обстановки, СВО и так далее, то оно имеет место быть, вы от него не отказываетесь. Как проверить факты и оценочное суждение? Может, кто не знает? Факт проверяется, Как? а оценка не проверяется. Как? Ну вот я хочу написать статью. Как мне проверить оценочное суждение либо факты?
задать себе вопрос. Можно ли проверить на соответствие произошедших событий в каком-то времени? Было ли это? Что сделал? Что делает? Самый лучший лайфхак из этого – перефразировать факт в оценочное суждение. Это 50% вашего успеха. То есть для того, чтобы не нарушать честь и достоинство чьего-то, не утверждайте о том, что не можете доказать. А если вы все-таки понимаете, что ваш блог и СМИ и сайт все-таки о том, что касается общества, да, каких-то моральных, нравственных ценностей, и надо какие-то вещи освещать, чтобы как бы стабилизировать, да, обстановку и уметь, чтобы люди понимали, да, что это плохо, и это может попасть под действие, стать опубликованным, стать озвученным, так не знаю, да, то если у вас нет достаточных доказательств, вы освещаете это с точки оценочных суждений. Не надо говорить о фактах, если вы их доказать не можете. Здесь работаем очень хорошо со словом. Со словом работаем, и вот в этом блоке, если сказать по доказыванию, да, здесь как раз-таки состязательность. Один говорит о том, что вы его опорочили честь, а вы должны говорить о том, что вы не опорочили, действовали в рамках законности, почему. И прикладывать свои доказательства. Здесь проблема журналистов в плохом хранении доказательств. И сборе. Вот это, да? Ну, то же самое касается блогеров и так далее. Вообще сейчас, смотрите, практически стерлись границы между вашими статусами. Статусами вообще. Ну, если раньше хоть как-то можно было говорить о том, что у СМИ там прав больше, да, и так далее, либо наоборот там как-то, ну, или говорить о том, что свободное выражение в сети, комментарии, репосты — это просто оценочные суждения, то сейчас это не так. Это все распространение. Мы все пришли в эпоху того, что мы все распространители чего-то, какого-то контента, поэтому мы должны за этим следить. Досудебные требования. Если будет право на ответ, это вам хуже, да, то есть если вы откажетесь предоставить ответ о том, тому человеку, о котором вы опубликовали, то, скорее всего, он суд выиграет, потому что право на ответ. На самом деле, я бы на месте тех, кого опорочили, всегда работала с правом на ответ. Я бы не выдвигала требования об опровержении. Но, увы, они работают на короткую дистанцию. То есть они хотят... Понимаете, суд и вообще вот эта вся перспектива, вы должны понимать, что вы хотите. Мести или вы хотите того, чтобы установили факты справедливости. Это вот разное. Когда вами движет месть и эмоции, вы идете на короткую дистанцию и энтузиазм теряете. Когда у вас есть какая-то вот позиция и цель, да, и почему вы должны это делать, и никто вам не должен мешать, у вас есть как раз такие перспективы, вот, ну, что-то выиграть, что-то победить, что-то доказать. Опубликование опровержения, удаление информации, да, вот это вот все досудебные требования. Вот опубликование опровержения и удаление информации здесь вы тоже принимаете, да, с точки зрения, насколько вы можете доказать и насколько вы указали факты. Если вы указали факты, а у вас нет доказательств, у вас есть риск того, что вы уйдете в суд, принимаете решение, ну, с учетом этих данных. Да? А вот право на ответ, скорее всего, вы должны удовлетворять чаще всего. Ну, никто с этим почему-то не обращается. Никто с этим не обращается, но это плохое знание, наверное, работы этих законов. Да? Судебные перспективы, но они тоже, конечно, строятся от того, если вы будете изначально правильно преподносить материал и задумываться, и задаваться вопросом, есть цель, строить ее там, исходя из ваших принципов человечности, морали, нравственности и законности, у вас, скорее всего, перспективы на победу есть. Так, вот здесь вот именно, смотрите, разница между административными, здесь состязательность. Здесь вы исходите из того, что у вас есть, потому что вы должны будете доказывать. Здесь уже 1.5 не работает вклад, здесь уже гражданский кодекс, здесь уже такое. Самый главный вот здесь вот лайфхак — это
отвечать каждый раз на вопрос, когда вы что-то пишете, читку материала делать. Да любой, даже вот рефлексируете где-то там, вам какие-то услуги оказали не очень там, да, такого, просто в блоге пишете. Задеваете вы чью-то честь, достоинство, деловую репутацию или нет? Пишете вы о действиях или даете оценку того, как вам оказана услуга. Это вот разные вещи. Ну и у меня, в принципе, все. Задавайте вопросы. Последний вопрос, наверное, нужно, с обратной стороны это дело тоже рассмотреть. То есть, как правильно жаловаться, например, да, если кто-то что-то пишет такое, И плюс, наверное, как защищать вы хотите посмотреть, почему многие личные дела проигрывают? Сильно поздно и плохо. Сколько-нибудь, что. Мы когда закончили. Если вы вашу честь и достоинство задели, ну как защищать? Вот если от обратного идем, да, правильный ответ вам, скорее всего, суд в любом случае удовлетворит, если будет отказ. То есть всегда требуйте права на ответ. Высказаться в том же блоге, в том же средстве массовой информации, в котором о вас написали. Высказать свою позицию. Если вам откажут, то, скорее всего, вы суд выиграете, потому что право на ответ они практически, можно сказать, обязаны предоставить. Но я думаю, что средства массовой информации подтвердят, что никто с правом на ответ практически не обращается. Почему? Не, мы даже сами предлагаем. Обращаются? Право на ответ. Обычно. Далее, не так давно, ну точнее уже давно, 152 статью Гражданского кодекса, которая отвечает вот за вот эти вот вопросы, честь и достоинство, там есть пункт 10, в котором говорится, что информация может быть опубликована, любая информация может быть признана недействительной, даже если в ней не говорится о пороке. Вот это вот тоже работающий инструмент. Если бы я шла по этому пути, я бы шла по пути не пытаться доказать порочность, я бы пыталась доказать недействительность. Вот если, например, давайте разберем вот это вот дело. Почему его разбираем? Потому что оно уже и так промусолено, да, я не очень люблю разбирать свои дела, но те дела, которые средства массовой информации уже со всех сторон отмыло, я могу о них говорить, потому что это не я публиковала, это не я распространила. Например, по Марковой, да? По Марковой как было? Не было доказательств того, что она хотела трудоустроиться в департамент Москвы. Она же оспаривала именно вот это, да, порочность в том, что сказали, что она хочет устроиться в департамент Москвы. Изначально с самого первого суда, и я все эти 6 судов шла к этому, да, то есть сколько инстанций было? Короче, очень много инстанций было. Они сводились к тому, что они говорили, что наша сторона не доказала, что она хотела трудоустроиться в департамент образования. Типа, откуда вы взяли эти сведения? Моя позиция такая. Мы опубликовали о том, что государственный чиновник оплачивает деньги за трудоустройство. Это ее порочит? Ну, разумеется, порочит. А какая разница, она будет в департамент образования Москвы или в аудиторскую фирму? Есть какая-то разница для порочности ее Место. Место определяет? Нет. Нет. Сам поступок. А суды говорили, если бы вы сказали, что в аудиторскую фирму, то это было бы минимум. Да, это бы не порочно. А по факту-то мы же говорим о поступке. Да, о том, что она совершила этот поступок. И если бы она в этом суде, вообще, конечно, тут тоже важно, да, вот кто-то, кстати, задал вопрос по чести и достоинству, иногда лучше вообще не обращаться за защитой в таком порядке, потому что вы можете такой достиг эффект, когда еще хуже все это сделать. То есть пока вы будете судиться, вас будут там усолить просто, да, говоря о том, что есть информационный повод и события. Вот просто на основании того, что происходит в суде. Если бы Маркова промолчала, вы бы думаете, сейчас о ней кто-то вспомнил? Да никто бы о ней не вспомнил. И второй момент. Она должна
правило изначально говорит о том, что сведения не соответствуют действительности. Вот тогда бы она выиграла однозначно. Не порочащие, а не соответствуют действительности. Ну, не соответствуют же, да, с точки зрения, если мы не смогли доказать, что это департамент Москвы, значит, в этой части они же не соответствуют действительности. Вот тогда бы она выиграла суд и вышла бы победителем. Но, к сожалению, она пошла на эмоциях и не очень правильно строила свою стратегию. Частично выиграла. Частично бы выиграла в части департамента Москвы, потому что любые сведения. Если вы скажете, что я там мисс Якутия, я не мисс Якутия, ну, вроде такие хорошие, да? Может, мисс Вологда. Наград, да? Я могу пойти и признать этот факт не соответствующий действительности. Хотя нету тут ни факта порога, ничего, да, но я могу вот сказать, потому что это неправда. Это неправда. Ну, к сожалению, или, не знаю, к моему счастью, наверное, Не надо сожалеть. почему-то этим не пользуются. Поэтому здесь по чести и достоинству очень важно тоже стратегию строить. Не надо бежать сразу в суд. Вот просто бесцельная беготня в суды, сутяжничество – это не то, для чего создана вообще вся эта система уникальная. Вы должны всегда определять, какая у вас вообще дистанция. Ну, бегуны же бегают на 5 километров, 10 или 42, да? Вы же определяете то же самое здесь. Если вы хотите просто там свои эмоции излить, рассказать там о чем-то, ну, нет. И когда вы получаете решение, очень многие журналисты думают, что там будет сейчас художественный рассказ о том, как они были правы и так далее. Нет, такого не будет. Там будут сухие факты. То есть как бы вот так. А можно вопрос? По сбору, хранению и использованию доказательств. Да, иногда приходится переписываться. Бывает, что аудио отправляют в оправдание. Там еще иногда приходится записывать телефонный разговор и так далее. Да? А вот это все можно потом использовать в качестве ответного материала. Человек там публикует в свою защиту, что ну, отказывается, опровергает. Ага. А в качестве ответной информации можно вот это предоставить? Если он ранее, допустим, при разговоре признавался в том, что совершил. Если вы правильно хранение этих доказательств сделаете, что значит правильно? Если у вас, например, WhatsApp-чат, да, WhatsApp-чат, вот не надо делать WhatsApp, например, где там будет написано, ну, грубо говоря, Лена юрист. Надо, чтобы был мой номер телефона указан, чтобы потом можно было по абонентскому запросу сделать, что этот номер, например, зарегистрирован за мной. Дата, время и полный, ну вот как бы, что это, вот понедельник, 6 марта, 3:30 и контактный телефон. Ну, то есть переписка с каким абонентом ведется. То есть вы должны его предварительно удалить со своей телефонной книги и сохранить. Если это видео, то вы делаете снимок экрана на мониторе. И сохраняете эти доказательства, ну, вообще, как бы, когда они могут понадобиться, неизвестно, срока как бы нет. Поэтому здесь тоже важно. Но они могут появиться еще, когда начнутся выборы, либо предвыборная кампания, когда надо будет чистить материал. Кстати, по чистке там, ну ладно, не буду я рассказывать, там есть другие пути, но тем не менее так. Ну, в качестве ответного материала можно это использовать? Допустим, телефонный разговор. Запись. Журналист и человек? Ну да. Я думаю, что да. Ответ на это что вы имеете? Ну, В качестве своего доказательства? Большинство интервью так и берутся. В качестве доказательства? Человек опровергает, что это было, допустим. Такой раз, что было, Вопрос просто. Если вы представились и сказали, что я Лена там Иванова, корреспондент какой-то газеты, хотите от вас интервью, и вот этот вот аудио, из аудио понятно, что речь идет об этом, то да. Но есть большинство интервью так и берутся. Иначе бы просто никто никому не давал ни интервью, ничего. Сейчас практически люди даже и не встречаются. Ну, мне так кажется. Ну, как-то так. Есть? Так, вы сказали, вот по делам по защите чести и достоинства срока давности не существует. Ну, практически нет. Там есть годовой срок по средствам массовой информации, да, по оспариванию. Это 152 статья Гражданского кодекса, но она касаема именно материалов, опубликованных в средствах массовой информации. Официально. То есть. Можно спросить? А вот это право на ответ, я могу его сократить?
Ну, имеется в виду, там кто-то принести ровный текст. А здесь уже редакция смотрит, ну вот давайте самое что доставим, а там вот. Насколько я помню, там в законе написано в том виде, в котором вы, в котором вы попросили. Ну, насколько они будут после этого задаваться целью пойти, это уже другое. То есть тут же как бы вы уже когда опубликовали что-то, вряд ли человек потом пойдет оспаривать то, что вы там. То есть он может сказать, ну все, ладно. То есть права и законы, они не работают без людей. То есть это всегда люди участвуют. А нарушение авторских прав входит, да? Входит, да, но там отдельно надо вообще, наверное, часовой блок делать, и там немножко другая. В свете последних событий, вот сейчас, ну, по WhatsApp, да, вот сейчас очень много в Телеграме, в WhatsApp, вот два вот эти резонансные дела, вот этот вот, как его, коммунист этот вот, депутат. То есть нужно, то есть в идеале, вот как, то есть мы должны работать по классической схеме вот сегодняшних условиях, да, то есть ладно там погулять по депутату, потом вот этот вот молодой человек, который заявил на вот это вот преподаватель, вот эти, да, там вот этот Сава Михайлов. То есть получается, что мы во всех вот этих трех случаях должны действовать прям по классике, то есть позвонить конкретно Саве, позвонить конкретно каждому. Если ты хочешь уберечься, и причем не говорить там, что вот он гуляет где-то там в WhatsApp, вот информация про этого депутата. А прям нужно выйти вот на эту женщину, да, подойти ее. Ну это и журналистская работа называется, Денис. Нет, ну имеется в виду, что я смотрю, как работает. Он берет просто вот в соцсетях гуляет. Сейчас я вижу, что идет упрощение очень. То есть где-то там гуляет, Ну, а это получается. а там пускай так работает, а тут же было же, уже прозвучало, что не должен кивать на других. Нет. Но это вопрос, вообще на надо же самом деле оценивать материал, который вы там там гуляет. напишете. Да? Если вы просто там сослались, что в последние дни там в общественность без всяких там имен и так далее, то кто к вам может предъявить претензии? Никто. Ну, уже конкретно имя депутата фигурирует. Уже все его знают. Ну, тут Да, сложно, да, уже у мне него сложно взяли сейчас комментарии, оценить, он сложно сам дал оценить не видя комментарии. материала, о котором вы говорите, например. То есть если я консультирую, например, журналистов, да, по каким-то острым вопросам, вот они хотят опубликовать, и у них есть аргумент, да, то в любом случае это сначала идет чистка материала. То есть на какие-то места и соответствующие вопросы, да, откуда это взято, что они могут ответить на какие-то вопросы и так далее. Но и после этого только уже там главный редактор или журналист сам принимает решение, стоит это публиковать или нет. С учетом уже позиции юриста, например. Да? А сейчас вот сказать о видео, которое я не видела, я не могу сказать точно. Ну, потому что если речь идет, тут еще смотрите, если речь идет о какой-то персоне, у которой есть какой-то статус государственный, да, здесь немножко уже пределы допустимости критики, они шире. Если вы захотели стать депутатом, да, вы должны понимать, что у вас должна быть терпимость к средствам массовой информации, к медиа. Этим надо пользоваться. То есть о депутате спокойно, наверное, можно сказать, что такая информация прошла, и мы о ней сейчас там что-то расскажем. Или мы попробовали ее проверить. Ну, вот как-то так. Потому что статус, в том числе статус, например, той же Маркова, это дает право журналистам к этим персонам относиться более придирчиво. Да. Этим надо пользоваться. Так, у меня такой Ну, вопрос. не пользоваться, а в смысле не забывать об этом, что человек, который берет на себя какие-то функции, он должен по определению закона быть безупречным. Ну, по идее, так. Так, в законе о СМИ предусмотрена ответственность за распространение слухов под видом достоверных сведений. А вот по таким делам можно ли привлечь за распространение слухов под видом слухов, но которые порочат вот честь и достоинство человека? Я не пишу, что
например, что не утверждаю, что это действительно так было, да, а пишу, что говорят такое-то, что вот этот негодяй там что-то совершил. Да, но Ну, тогда честь и мы- достоинство его действительно задевается. Я бы в этой связи строила позицию из того, что у меня был сохранен скриншот той информации, о которой я сказала, да? То есть, типа, это была общественно значимая информация в те дни. Я решила, так как эта информация была общественно значимой, я решила о ней написать в своем блоге там или что-то, да? И я ни о чем не утверждала, я написала, что это вот такие слухи ходят, то есть фактически я не нарушила. И автор этой публикации, ну там, откуда я взяла. Если у меня есть подтверждение, что это авторство другого СМИ, то можно по 57 статье закона о СМИ говорить о том, что это не я публиковала. Так не работает же. Рубрика «Слух» тоже попадает в такой. Ну, если доказать, что Так, проверено. если первично это другое средство массовой информации, зарегистрированное в установленном порядке, это сделало, Если первично, если перекупно. если первично, да, то почему бы нет? Ну, Лена, а вы сами, вот, например, по другую сторону были, например, защищали? я и по ту, и другую сторону. Защищали, вот, скажем, граждан за, Да. вот, ну ясно, против СМИ. Да, я Ну, не, ясно. я медиа-юрист вообще в целом. Ага, ну ясно. И когда, если у меня попадают дела о защите чести, ну, как бы подход к ним с учетом того, что я знаю слабые какие-то стороны, да, то есть и не применяя такого, что надо сразу бежать в суд, потому что это хуже. Как бы там есть варианты досудебного регулирования немножко лучше, чем идти в суд. Перспективу надо оценивать сразу. Ну, как-то так. Ясно. Есть еще Спасибо. вопросы? Всё? Спасибо. Спасибо. Спасибо.